Құрметті көрермендер, біз басқа ғылыми подкастымызды бастаймыз. Уважаемые слушатели, наш сегодняшний гость профессор Дияр Талбаев, профессор университета Луизианы, материаловед, специалист по новым материалам, элементам, физик, закончил МИФИ в свое время и сейчас работает в Соединенных Штатах Америки. Ну и кроме того, вот волею судьбы, Дияр Талбаев является членом президентского научного совета. И также мы хотели бы в будущем сделать вас почетным профессором нашего университета. Поэтому добро пожаловать в Атырау. И сейчас несколько вопросов. И первый. Мы поговорим о солнечной энергетике и, в частности, о тех возможностях, потенциалах и ограничениях, которые на сегодняшний момент существуют в этих материалах. Какие ключевые материалы в настоящее время используются в элементах преобразования солнечной энергии и как они способствуют эффективной работе этих элементов? Да, спасибо. Я хочу начать с того, что хочу сказать, что я очень рад быть на этом подкасте, очень рад познакомиться с вами, Ринат Маратович. И я хотел бы начать мой ответ немного с фундаментальной точки зрения, потому что все эти приборы преобразования солнечной энергии, или, как мы их знаем, солнечные батареи, они строятся на основном классе материалов, он называется полупроводник. Это, конечно, не новое слово. Вся электроника, она построена на полупроводниках. В основном это кремниевая технология, то есть 99, наверное, процентов всех электронных приборов это кремний. И точно так же с солнечными батареями. Коммерческие батареи, которые продаются на употребление, опять же, там где-то 95% всех солнечных батарей, они построены на кремнии. Но помимо кремния, материалы делятся на несколько классов солнечных батарей, на несколько поколений. То есть кремний и арсенид галлия – это такие объемные полупроводники, объемные в смысле, что приборы строятся на довольно больших кристаллах, на кристаллах довольно большого размера. Они считаются первым поколением, второе поколение уже пошли пленочные приборы. Материалы там, к примеру, теллурид кремния, теллурид кадмия, это тоже полупроводник. И третье поколение, например, вот перовскитные материалы, органические полупроводники, солнечные батареи или элементы с применением наночастиц. Но все это, весь этот объем, все три поколения, основное их свойство – это то, что они полупроводник. Что это означает? Это означает, что в спектре энергии электрона, который может электрон иметь внутри материала, есть запрещенная зона. То есть в химии у нас есть, например, валентные электроны, а в кристаллах есть валентная зона, есть зона проводимости, и между ними в полупроводнике есть зона энергии, которой электрону иметь запрещено. Мы называем это запрещенной зоной. Это основной параметр любого полупроводника. Будь это кремний, будь это арсенид галлия из первого поколения, или будь это перовскитные материалы, которые вот сейчас считаются прорывными. Ну, наверное, на этом может закончить вопрос. То есть, Почему перовскитные материалы считаются прорывными? Насколько они высокоэффективны? Да, с точки зрения эффективности, в смысле преобразования, коэффициента преобразования солнечной энергии в энергию электричества, они не самые, перовскитные материалы не самые эффективные. Они идут наравне с кремнием, то есть они там нога в ногу или нос в нос, как говорится. Эффективность, рекордная эффективность солнечных батарей на данный день где-то 48%, но это не перовскитный и не кремний, это так называемый
многопереходные приборы, построенные на арсениде галлия. То есть перовскитные материалы, хоть и прорывные, они не дают наиболее высокой эффективности. Их преимущество в очень низкой цене. То есть на данный момент технология, чтобы распространилась как можно больше в употреблении, распространение предотвращается не эффективностью преобразования, а просто ценой. То есть это позволит сбросить себестоимость низко для того, чтобы этот вид энергии был гораздо дешевле. Да, это просто себестоимость. То есть Как интересно. Да. Перовскитные материалы не имеют преимущества, например, над кремнием. Но индустриальные процессы производства, обработка этих материалов намного дешевле. Перовскитные материалы, вы как химик, наверное, знаете, можно приготовить просто в пробирке, потом просто из этой пробирки вылить на какую-то подложку, получается пленка. И зафиксировать любую форму, да. Да, можно строить приборы на ней. То есть это очень дешевый процесс, по крайней мере в лаборатории. Второй вопрос, как это масштабировать. Лаборатории сейчас очень хорошо умеют строить очень конкурентно способные солнечные элементы, но масштабирование это, потому что в лаборатории размер батареи где-то сантиметр на сантиметр. А чтобы произвести индустриальный процесс, например, мне кажется, одна панель солнечной батареи, она где-то 1,5 метра на 0,7, приблизительно. То есть задержка или задача на данный момент стоит в масштабировании, переходе от очень маленькой батарейки в лаборатории к индустриальному производству. Ну, это всегда самый сложный такой элемент, Dead Valley, что называется. А вот какие вот на сегодняшний момент основные проблемы, если мы все-таки говорим вот о преобразовании, полупроводниковом преобразовании солнечной энергии, какие основные проблемы сегодня стоят по вот этим всем ограничениям, возможностям? Да, преимущество, опять же, возвращаясь к кремниевой технологии, она просто живет долго. Если ее поставить, например, на крышу, сейчас гарантия дается от 25 лет. Даже некоторые производители дают до 40 лет гарантии, что они будут стоять на крыше, то есть на них всегда падает солнце, они сильно нагреваются, дождь, снег, ветер, они все это выдерживают. Вот к перовскитным материалам нужно предъявлять такие же требования. И с этим у них плохо, поскольку во многих из них присутствует органика, то она деградирует например, деградирует при присутствии влаги, может деградировать, если очень много света падает, органика может деградировать. То есть сейчас просто срок службы, грубо говоря, срок службы этих произведенных элементов. Понятно. А вот современные достижения там вот в области нанотехнологии, там наноструктурированных каких-то элементов, они как-то сказываются на повышении эффективности солнечных элементов? Так, да, есть один большой тренд, но он не новый, то есть это было известно уже несколько десятков лет. Солнечная батарея сделана на одном каком-нибудь полупроводнике с одним переходом. То есть большинство приборов имеют этот PN-переход. Батарея построена на одном переходе, независимо от какого материала. У нее есть фундаментальный предел, где-то 33%, что ли. То есть, будь это кремниевая батарея, перовскитная, любая другая, у нее фундаментальный предел, если она построена на одном переходе. Этот предел можно преодолеть, если вместо одного перехода использовать 2, 3 и так далее. В лаборатории, мне кажется, там до 6 переходов были произведены элементы. Что это означает? То есть берется несколько материалов с разным размером вот этой запрещенной зоны. И каждый материал с различным размером, на нем строится этот PN-переход,
И они как бы, получается такая, Сэндвич. сэндвич или стопка такая. То есть сверху будет батарея с наиболее широкой запрещенной зоной, потом чуть поуже и так далее. И снизу этой стопочки солнечная батарея с самой узкой запрещенной зоной. То есть можно от одного, сколько угодно в принципе, но с практической точки зрения обычно 2-3. И поскольку обычно это в большинстве случаев это просто два перехода, они называются тандемными. То есть многопереходные или, проще сказать, тандемные солнечные батареи, где это можно просто представить как несколько солнечных батарей с различной широтой запрещенной зоны. Когда эти батареи были дорогими, то, естественно, тандемные и так далее батареи еще более дорогие. Но сейчас, поскольку появилась возможность использовать вот эти перовскитные материалы, то есть стоимость тандемных батарей тоже может резко снизиться, поэтому сейчас очень много усилий прилагается к разработке тандемных батарей. Либо обе эти батареи могут быть перовскитными, а другая очень перспективное направление, другое. Одна, то есть батарея, которая снизу, это будет кремниевая, которую мы очень хорошо умеем делать на данный момент, а сверху ставится перовскитная батарея с более широкой запрещенной зоной. В лаборатории эти батареи очень хорошо работают. Коэффициент преобразования там достиг, мне кажется, уже близко, либо близок, либо уже достиг 30%. То есть 30% ни кремниевая, ни перовскитная батарея сама по себе не может произвести. Это уже тандемная гибридная такая форма. Гибридная, тандемная. То есть, гибридная означает, что эти батареи по разным технологиям, например, кремниевая и перовскитная. Тандемная, гибридная. Преодолеть этот барьер 30% было бы очень хорошо, поскольку никакая батарея сама по себе не может этого дать. Это вот такой самый сильный тренд в моем понимании, который пытаются сейчас широко развить. А как вы думаете, Тиар, можно уйти от полупроводниковых проблем? Допустим, не знаю, наиболее высокоэффективный преобразователь – это хлорофилл, да, созданный Богом, он там преобразует солнечную энергию, не знаю, под 100%, да, все. И в какую-то синтетическую такую биомимикрию какую-нибудь, материалы, которые могут преобразовывать на других принципах. Может быть такое в будущем, как вы думаете? Это очень хороший вопрос. Есть очень много усилий в этом направлении. Если отойти от просто электронных технологий, посмотреть, что еще можно сделать с химической точки зрения, то да, это тоже очень направление, в которое вкладывается очень много денег и усилий. Например, расщепление воды на водород и на кислород с помощью химических процессов производится, значит, водород как топливо, кислород как кислород, и потом это топливо хранится и может использоваться для производства электричества, можно в автомобиле его заливать или закачивать и так далее. То да, очень много. Я рассказывал с моей точки зрения как физик, но с химической точки зрения очень много лабораторий работает над разными типами подобных преобразований. Просто я знаком с исследовательскими группами, которые занимаются такой синтетической биомимикрией, там, допустим, делают поверхности, которые самозаживляют, там, порезы, еще что-то, да, и почему бы, допустим, не создать такое же подобие биологическое, которое создано Господом Богом, что называется, с точки зрения преобразования солнечной энергии. Конечно. А
Как вы думаете вообще, когда на нашем веку будет ли достигнута вот возможность конкуренции солнечной энергетики с конвенциальной, например, с газовой, да? Мне кажется, это уже достигнуто. Например, в США компании, которые производят электроэнергию, с большим удовольствием устанавливают ветряные мельницы, с большим удовольствием устанавливают большие поля солнечных батарей, потому что энергия сама, она бесплатная. Ну, правильно, нужно только установить это поле батарей, и потом за энергию уже они не платят. То есть, мне кажется, по конкурентоспособности, например, с угольной электростанцией, с газовой электростанцией, ее тоже нужно построить. В нее тоже нужно вложить деньги. Потом нужно платить за уголь, нужно платить за газ. Буквально в последнее десятилетие очень резко упала, я не знаю во сколько раз, наверное, раз в 10, в 5-10 как минимум, упала цена солнечных батарей, себестоимость. Плюс при посредничестве государства, когда просто, например, в США, например, хотят полностью отказаться от угля. Уголь – это самая грязная технология. Многие компании, которые производят электроэнергию, делают деньги на этом. На производстве солнечной электроэнергии, ветряной электроэнергии. То есть мы уже этого достигли. Что предотвращает ее большое распространение, мне кажется, просто то, что изначальная себестоимость. Если уже есть, например, электростанция на газе, трудно от нее отказаться. Поэтому нужна какая-то воля, я не знаю, такая политическая или на государственном уровне нужно просто поставить задачу. Ну, вы вот упомянули, что в США там уже пытаются отказаться от углеродной. Это вот солнечный штат Калифорния. А вот, допустим, все-таки есть ограничения, если, допустим, локализация вот в таких местах, где и освещенность низкая, и облачность высокая, это же тоже возможно. Тут тоже есть свои ограничения тогда на этот вид энергии. Да, конечно, конечно. Даже в солнечной Калифорнии солнце не светит круглые сутки, правильно? Есть такое явление природное, как ночь. С этим как борются? Начали устанавливать большие парки батарей. То есть то, что зарабатывается днем, Генерируется. то, что генерируется днем, большие, огромные парки аккумуляторов закачиваются в аккумуляторе. Потом, когда приходит вечер, из этих аккумуляторов она закачивается обратно в сеть. Точно так же мне кажется, нужно делать с ветром. Ветер тоже не дует, хоть он, конечно, может дуть ночью, но не дует 2 часа. Да, всегда. Непрерывно. То есть на большие индустриального размера парки аккумуляторов уже присутствуют в США, уже выполняют свою задачу. И точно так же можно на большие расстояния эту энергию передавать. То есть нужно научиться перекачивать по проводам, это электроэнергия, перекачивать энергию из Калифорнии в северные штаты. То есть эту проблему можно разрешить. Я не знаю, насколько можно близко подойти к 100% энергетике, когда не присутствуют углеводороды вообще. Можно подойти очень близко, особенно при помощи ветра, энергии ветра. И нужно научиться передавать ее на большие расстояния. Мне кажется, в Казахстане это тоже актуально. Это очень важно, Очень исходя актуально. из наших Большие масштабов. пространства, где много ветра, но там, где никто не живет, нужно научиться передавать ее на большие расстояния. То есть масштабирование, когда масштабируется это все, большие
на большие объемы, во-первых, все становится намного дешевле, и во-вторых, при больших объемах расширяется рынок. То есть, мне кажется, Казахстану нужно думать производить энергию солнца, энергию ветра и не оставлять ее у себя. Можно ее отдавать соседям. Ну, не отдавать, продавать. Это все коммерчески. Ее нужно научиться производить, нужно научиться передавать на большие расстояния, нужно научиться хранить ее, когда не светит солнце, ну и расширять рынок. При этом снижается себестоимость, ну, появляется больше покупателей. Спасибо большое, Диар, за ваше участие, за ваше разъяснение. Надеюсь, это будет очень интересно для наших слушателей. Мы были очень рады видеть вас на нашем подкасте. Я тоже был очень рад побеседовать. Да. Всего вам хорошего. До свидания. Так, все, я запись остановил.